Ассаламу алейкум, приветствую вас, витаю вас, друзья. Сегодня 27 июля 2022 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. А, На канале Реалити. Сейчас 17:43 время по Берлину и 18, уже 44 соответственно, по Джахару. Друзья, приветствую вас. Подписывайтесь на наш канал, распространяйте стрим, ссылку на наш стрим в социальных сетях, ставьте лайки и пишите ваши комментарии, друзья. Этот стрим, как обычно, после того, как он будет здесь в ТикТоке проведен, будет загружен на мой канал, YouTube канал Reality. Аслан Арцуев, так меня зовут. В фашистской России мой канал запрещен на территории фашистской России. Этот мой канал тоже постоянно атакуется и висит уже на волоске. Но подписывайтесь на мой тот канал в Ютубе Reality, то есть реальность. Найдете меня по моему имени и фамилии Аслан Арцуев. Так, друзья, распространяйте и пишите ваши комментарии. Так, перед началом своего эфира я, как обычно, расскажу вам сводки с полей. Последние дни, как мы видим из сообщения Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери у оккупантов все больше и больше. Обычно это 150 человек, сейчас мы видим 180, 200, 250. Это говорит об интенсивности боев. За прошедшие сутки уничтожено еще 200, приблизительно ориентировочные цифры. 200 оккупантов, то есть цифра перевалила за 40 тысяч и достигла 40 тысяч 70 голов оккупантов. Танков уничтожено 1738, плюс 1 за сутки, 3971 одна боевая бронированная машина, 12 штук за сутки, 883 артиллерийских систем, в общей сложности уничтожено и 3 за сутки, и РСЗО 258 в общем и ни одной за сутки. Засобы ППО 117 штук, 222 самолета уничтожено за сутки 0 и 190 вертолетов за сутки 1 вертолет уничтожен. 726 общей сложности БПЛА оперативно-тактического уровня, беспилотники 4 штуки за сутки, 174 крылатые ракеты, 0 за сутки, корабли-катера 15, 0 за сутки, 2847 автомобильная техника и цистерны, их общая цифра 2847 и 12 за прошедшие сутки. Специальных техники уничтожено 75 штук и, к сожалению, 0 за сутки. И вот, друзья, вот такая вот ситуация складывается на фронте. Русских бьют так, как давно их не били. С окончания русско-чеченской войны таких они не получали. Также сообщается, что казарма Сахалинского ОМОН после прилета Хаймарс, 12 погибло на месте, много раненых с оторванными конечностями. Была уничтожена казарма Сахалинские. Что делает с Сахалина прямо прибывшие террористы и убийцы? Подонки, мерзавцы и убийцы. Так, благодаря вам все в Казахстане узнали правду, говорит Селяна. Большое спасибо, Казахстан. Казахстан молится за Украину и за вас тоже. Дуже дякую, дуже дякую. Так. Aslan hyttaren så var maskinket Jim Lochum Sadua. Fri Highland. Det la qixatun da tasuyk. Hahu balbo hins. Dagado shum tsabo am khirdua. Meldu dugayon isuyk duichtek. Shuhu balbo, shuhu uqdu.
Бешсеге миш дуи, мажуи, убалбуши, кунзалбуи. Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Друзья, распространяйте ссылку на наш стрим. Сегодня я вам расскажу много чего интересного, чтобы вы знали. Так, вижу, я сейчас нахожусь на сайте у Генерального штаба, точнее на его странице в Facebook, и вижу, как запускается Хаймарс, гусеничный Хаймарс, 12-зарядный. Ну, это вообще, конечно, просто песня, да. Привет из Германии, слава Украине, героям слава. Я вообще не понимаю, что говорить, как относиться к Дудаеву. Я вообще не понимаю, что говорить и как относитесь. Я вообще не понимаю, что говорить и как относитесь к Дудаеву. Украинская бимба. Я не понял, что вы имеете в виду. Та дел де балунба сахун дигде хильч хазхиет бауят. Он дигде хильч. Добрый день, Максим. Максим, добрый. Ой, солнце, ладно. Сейчас тема не об этом. Будем обсуждать другие вещи. Да. Так, как относишься к человеку Дудаеву? Как я могу относиться? Я прямой последователь Джохара Дудаева. Без разных отклонений вправо и влево. Джохар Дудаев – это наш первый президент. Отец-основатель сегодняшней демократической правовой Чеченской республики Ичкерия. Так, стоп, а вы откуда, напомните, пожалуйста, говорит Максим. Стоп. Я в Германии сейчас нахожусь. А так я гражданин Чеченской республики Ичкерия. Так. Я вам хотел прочитать одну информацию, но в Фейсбуке, как обычно, она вся теряется. Как насчет так? Мегарду, Фри Хайландер, Мегарду. Дитервей, ночью матла, ночью мабуй хлиш. Ночь целый кидек дюш, мавари, он хиц асуни совет цедель чуда диста уж маватисо. Машинки очо ватсо, тукарда очо ватсо, дейрейс хуйлон. Дитя, да дитвой. Вы за Украину? Во, в смысле я за Украину. Что за вопрос такой, да? Что за вопрос? Что за вопрос, да? Конечно, я за Украину. Вы за Украину к кадыровцу негативно относитесь? Дмитрий, что у вас сегодня за вопросы сегодня такие у меня заходят? А как вы относитесь к Пушилину? Или к пушилинцам? Или гоблинцам, которые у вас в Крыму, то там, аксеновцам? Как вы к ним относитесь? Или вы считаете, только у нас есть предатели, или то других их, ни у кого других нет, да? Так, я только один вопрос задал. Так, Дмитрий, хорошо. Слава Украине, героям слава. Так интересно, люди такие за другую сторону говорят, как будто граждане той страны. Люди какие за другую сторону говорят, как будто граждане той страны. Я не понял, вы имеете в виду, что я говорю за Украину, вам не нравится? Я не понял. Вы оккупировали мою страну, убили 30% моих граждан, моих сограждан. И вот это вы имеете в виду? Я не понял. Или можно только вам об этом говорить, да? Или нужно только за Россию говорить? Россия враг. Россия, имперская Россия, это враг чеченского народа на протяжении 4 веков. И как у нас право, мало кто найдется даже вот из советских, постсоветских
оккупированных фашистской Россией народов больше прав, чем у нас, да? Мало таких найдется, если вообще найдется такой. Поэтому имею право, тем более россиянам не понять, есть такое золотое правило тут на Западе. Свобода слова. Вам, бедолагам, этого не понять. Так, слава Украине, героям слава. Так, ассаламу алейкум ва баракату, брат. Ва алейкум ассалам. Так, вот настоящий мужчина. Кто за Украину? Настоящий мужчина. Да, Максим? Так, это все ставленники Рашки. Да? Ассаламу алейкум, ассандал алшвойла. Ва алейкум ассалам валейкум. Слава Украине, слава Ичкерии, героям слава. Асбях мобиль элерон, он цагир. Все принято, фри Хайландер. Второе. Асуна мобилата, абех. Как давно в Германии. Порядочно. Надо было защищать свою родину, а не сидеть в Европе, говорит, мисс Хеда. А что я сейчас делаю? Я сейчас защищаю права своего народа, свою родину. Я этим занимался, занимаюсь и буду заниматься. Не обязательно же с автоматом в руках это делать. Тем более, когда русские фашисты и подхолопные, которые прислуживают русским фашистам, мечтают, чтобы мы с оружием в руках, как ваш Кадырка там нам рассказывал, что возьмите, говорит, обвяжитесь, если вы мужчина, взрывчаткой обвяжитесь и придите, взорвите. Но сделайте на меня хотя бы нападение, он говорил. Это очень так провоцировал он чеченцев на это. Могу то же самое сказать вам. Обвяжитесь взрывчаткой и идите в Украину там. Покажите, какие вы бойцы. Да. Так, ты молодец, я за тобой наблюдаю, все правильно говоришь, грамотно. Баркал Узер. Россия такой страны на карте нет, есть РФ, в состав которой входит 21 республика. Ну, Российская Федерация, Россия она называется, а Российская Федерация в понимании федерации она не является, конечно же. Так. Он наш Кадров. Мисхайда. Как вас, кто вы по национальности, чеченец или ичкер? Нет такой национальности ичкер. Есть чеченец. И я гражданин Чеченской Республики Ичкерия. Он не наш. Нет, Хеда, это ты не наша. Что ты там, езжай в Россию, что ты тут проповедуешь? Владимир за русским кораблем. Среди них республики российской нет. Россия это, наверное, Московия и Питер. Модер Ахубан должен висо блокировать. А блокировать Мацен Фри Хайландер. Так, отправил Питерман уже подарок. Так, подождите. Чеченская республика. Империя Эмират Кавказ. Так, Халид тут зашел. Так. Ассаламу алейкум. Хомилу. Ва алейкум ассалам. Хомилу, Суамцаур. Германия, Украина. Вот кто на самом деле мы, дружба. Так. Так. Азербайджанец, живу в Германии, я за Украину, говорит юзер. Супер, азербайджанец, это хорошо. Привет, Асам, привет, Вася. Серьезно, Милу, она сунца войска просто. Сунца войска, серьезно, Альч. Так, вот тут. Спасибо, Аслан, не теряй свои марки. Договорились. Латвия, витаю, Латвия. Видите флаг Латвии? Все отлично, Латвия. Привет из Украины, витаю, Украину. Так, друзья, задавайте ваши вопросы и распространяйте.
Миру мир. Давай, Эрвал. Миру мир. Так. Друзья. Аснахат Мельвиза Мокшмеш Ашду Шуду дал му вас там Баркал. Почему сзади нет турецкого флага, говорит Джокер? Почему он должен быть там? Аслан Арцуев Законюштер. Фриландер. Питер Заудит. Слава полку Азов. Героям слава. Приветствую, уважаемые. Приветствую. Приветствую вас. Илья, по-моему, я правильно прочитал. Слава свободной Ичкерии. Героям слава. Где можно сделать паспорт Ичкерии? Нельзя сделать паспорт Ичкерии. Пока нет такой возможности. All from Germany. Hello from Germany. Так. Так, здесь любитель зашел Парадов. Так. Давайте я одну цитату расскажу от профессора, американского политолога, советолога, русолога Пола Гобла. В 2017 году он сказал: мы увидим полную перекройку карты Евразии. И как я часто говорю людям, не покупайте карты, покупайте акции компаний, которые печатают карты, потому что грядут изменения. Друзья, это говорит уважаемый Пол Гобл. Так, привет из свободной Беларуси. Живи Беларусь, Александр, приветствую вас. Авар Фриландер, гучейлер. Так. Слава Украине, героям слава, слава Аллаху. Так. Привет из свободной Беларуси. Так вот, что если Зеленский вызовет на дуэль Путина и будет каждый день онлайн его как бы визави реакция? Не придет. Джахар Дудаев вызывал Ельцина. Не придет, конечно. Басаев вызывал, Басаев был без одной ноги, как мы знаем, вызывал Путина. Да нет, это черти, которые прячутся за спинами русских, обманутых на самом деле, обманутых, к большому нашему сожалению и их сожалению. И они дадут убить все 100 миллионов, 90 миллионов русских, россиян, чем сами пострадают. Слава Украине, слава Вильной Ичкерии. Героям слава. Так. Шайтан нас покидает за оскорбление, религиозные нападки. Шайтан, змей улетает. Да. Брат, как думаешь, когда Чечня будет свободна? Я думаю, следующий год может стать последним годом оккупации нашей страны. Россия гни. Так, Даню, спасибо за подарок. Люди говорят, что можно в Берлине паспорт. Это неправда? Не знаю я. Есть, делаются разные такие сувенирный паспорт делается. Привет вам с Киевской области. Привет, витаю. Так, Антон, Литва. Супер. Правда, что Украина признает нашу Ичкерию? Нет, Варя, пока не признали, был вынесен вопрос в Раду, но пока не рассматривают. В этом смысле я не знаю, почему украинские политики так себя ведут. Еще несколько лет назад я писал и в Раду писал, в 2003 году, 2003 или в 2004 Европарламент принял резолюцию о признании выселения чеченцев 23 февраля 1944 года геноцидом. И мы просили признать просто Раду этот факт. Но это не признали до сих пор. А сейчас, когда начали говорить о Чеченской Республике, говорят обо всех республиках, там
которые являются частью России и которые не заявляли, что хотят не быть частью России. И это не значит, что я за то, чтобы там Дагестан или Кавказ, другие республики были частью России. Но они должны заявить, по крайней мере, сами, что они не хотят быть частью России. А если они этого не заявляют, ну, как-то глупо это делать за них. Ну, как бы две стороны должны быть. Да? Если мы помогаем одной из сторон, то эта сторона должна хотя бы проявить желание. И вместо этого мы видим, что как бы пытаются говорить обо всем и вскользь упоминать Чеченскую республику Ичкерия. Я с этим корнем не согласен, что так пытаются преподносить. Говорят о геноциде черкесского народа 1800 какого-то там года, 60-го, 60 или 30-го года. Сейчас могу ошибиться. Но не говорят о более позднем геноциде уже коммунистами, КГБшниками, теми самыми, которые есть. Об этом Верховная Рада не говорит. Ну, я скажу, что не очень уважительно и корректно относится украинская власть, в отличие от украинского народа, который нас поддерживает, который понимает наши чаяния. Ну, сошлемся на то, что много агентуры и на то, что долгие годы украинская власть поддерживала геноцид чеченского народа. Россию в этом поддерживала, выдавала и так далее наших и бойцов, и любых других людей России. СБУ, как мы знаем, был филиалом ФСБ, может быть, отчасти он им сейчас и остается, конечно, не так, конечно, открыто, как это было. Поэтому не знаю, почему Украина не признает, но даже если она признает нас сегодня, ну, это немного что изменит, да, политически, это было бы в первую очередь Украине очень выгодно, нам бы это было бы, например, 5 лет назад, когда я здесь, в Гамбурге, общался с чеченцами, надо мной так снисходительно, по-доброму, с сочувствием подсмеивались, когда я говорил, что Ичкерия, там то все. Да нет, уже Ичкерия закончилась и так далее. Теперь в мире все говорят об Ичкерии, об этом говорит госсекретарь о ней, вспоминает США, Украина, вот, что бы ни было, плохо или хорошо, конечно, это хорошо, что Гончаренко поднимает вопрос, хотя бы просто упоминает. Вообще, знаете, дошло до смешного. Я, конечно, везде пытался всем напоминать об этой ситуации, но уже дошло до смешного. Путин, Патрушев, вот эта банда КГБ, сегодняшние действующие лица, которые совершили преступления в Грузии, которые совершили в Сирии, в Украине преступления. Грузины, президент Грузии, бывший президент Грузии Саакашвили и Ройзман или Гойзман, кто он там был, премьер-министр Украины бывший. Мы были на одном форуме, и они сидят, ну, причем первые люди, у которых и часть страны отжата, их граждан убивала Россия, и все. Они не говорят о Чеченской республике. Вы можете это представить? Не говоря уже тут в комментариях даже об этом не пишут. Не говоря уже на каких-нибудь интервью. И было такое всеобщее замалчивание чеченского вопроса, чеченской темы. Сейчас почему-то, хотя кавказские народы не просят об этом, но об кавказских народах, о свободе кавказских народов почему-то говорят. А вот про независимость Чеченской республики Ичкерия, которая много лет сражалась против фашистской России, почему-то не говорят. И вот доходило до смешного просто, да. Ну, сейчас уже все изменилось. Так, Сашко официал. Здравствуйте, слава Ичкерии. Героям слава. Так, продам чайник. Так, а вы случайно не президент Армении? Нет, случайно нет. Вот специально, да. Первый флаг Алитуй. Это круто, Ваздас.
Так, нет, ты не понял меня. Хорошо, Фри Хайландер. Слава Украине, героям слава. Ассаламу алейкум, сава шудеш, гумдеш, вацу алейкум ассалам. Ясно, ясно. Люди хотят жить и жрать. Жить как можно дольше, жрать как можно слаще. Да, есть такие люди, согласен с вами. Так, надо довести, чтобы народ понял, что он трус. Так, привет с Литвы, слава Украине. Героям слава. Дудаев герой, Кадыров предатель. Да. Так, свободный Кавказ, Череи. Так, шалом из Украины. Шалом, Украина. Как считаешь, скоро Украина сможет выбить русских? Ну, не знаю, это не ко мне вопрос, это генеральному штабу. Какую должность будешь ты занимать после осаждения Ичкерии, Фри, Чечня, Ичкерия? Я разве должен какую-то должность занимать? Аслан Гамбурге, Руслан, ну, так, я никого не знаю и никому не отвечаю на такие вопросы. Кого знаю, кого не знаю. И вам, друзья, советую ни в коем случае, особенно тем, кто находится в фашистской России и в оккупированной, во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, не говорить, где вы находитесь, как вас зовут и вообще любую информацию, которая может вас идентифицировать. Так, Кафель, потом Зеленский, помоги белгородцы, освободи. Слава Украине, героям слава, народ Украины признает. Да, Екатерина Фурик, у народа Украины это уже чуть-чуть другая история, чем власть Украины. Если бы вообще не народ Украины, то власть Украины была бы сейчас подхолопная, скажем так. Привет из Центральной Украины. Витаю, Украина. Привет из Норвегии. Витаю, Норвегия. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Где в Казахстане жил, помнишь эти места? Ассаламу алейкум. А где в Казахстане жил? Помнишь эти места? Алейкум ассалам. Я не жил в Казахстане. Я не жил. Добрий день, я за свободний Кавказ, за свободну Ічкерію. Дуже дякую. Скоро Беларусь будет на Украину или картошку копать. Вы за Украину? Да. Здравствуйте, здравствуйте. А если они против быть частью, а если они не против быть частью России? В смысле не против? Тот, кто хочет быть частью России, может собрать свои чемоданы, сесть на поезд и добраться до России и быть этой частью России. А находясь на территории чужой страны, быть частью другой страны, ну, это желание иметь можно, это даже, наверное, неприступно, если это не переходит в действие. Как только переходит в действие, чус, как говорят немцы. До свидания. Так, Окси, спасибо за подарки. Так, здравствуйте. Почему настоящие чеченцы не убирают Кадырова? В чем проблема, говорит Синсай Като? Меня удивляют такие люди и такие вопросы. Меня очень сильно удивляют эти люди, как будто родились только вчера. Другой вопрос, как они научились писать, если они только вчера родились. Потому что, ну, как минимум 3-4 года нужно этому научиться. Мы воевали, если вы забыли, 20 лет воевали, потеряли 30% от числа наших граждан. Мы в полной оккупации. Это как сказать человеку, который находится в заложниках, почему ты не уберешь надзирателя над собой. Вам не кажется этот вопрос? Ну, просто, я понимаю, пропаганда это не так глупо, как может показаться без пропаганды, но при всем при этом у нас есть мозги, мы же знаем, что чеченцы, народ 20 лет воевал, его объявили террористом, взорвав свои же дома, русские террористы в 99 году. И таким образом, это уже была вторая война, русские террористы обозвали нас террористами, исламистами. Мы не были никакими
исламскими радикалами. Это потом наш радикализм приобрел исламский цвет или такой вид при помощи в том числе и русской пропаганды, русских многих спецслужб, манипуляций и так далее, и так далее. Наша борьба национально-освободительная, и мне странно, что некоторые люди, просто взрослые люди, такие вещи просто не помнят. Люди хотят так. Свобода Ичкерии, слава Украине, героям слава. Ночи, слава Украине. Родственники Дудаев оценивают вашу деятельность? Урбангих. А почему родственники Дудаев должны как-то оценивать мою деятельность? У нас власть передается не по наследству, как это в некоторых странах. Адольф, говорит, перед Кадыровым готов извиняться. Я готов, что ты с Кадыровым передо мной будешь извиняться. Пол Абхазии было выселено в Турцию. Так, слава Украине, вы за Украину? Да, поддерживала старая власть. Поздравь из Сербии, слава Сербии, говорит. Так, как родственники Дуда оценят ваш... Так, это было. Слава Республике Ичкерия, героям слава. Друзья, вот тут много комментариев, хочу не пропустить. Асан Кафир никогда не признает нас, говорит, воин Аллаха. Воин Аллаха, спрятавшись за таким воинственным ником воин Аллаха, говорит про каких-то кафиров, которые нас не признают и так далее. Мне кажется, тебе надо немножко подучиться, воин Аллаха. Убери свой автомат или у тебя что там, раз ты воин, у тебя по-любому какое-то оружие есть. Отложи это оружие, возьми книжки, почитай книжки. И не смешивай всех преступников, которые нас убивают, со всем миром или со всеми религиями. Если ты говоришь про кафиров, то есть про неверных, про неверующих, как мы, неправильно верующих, да, или вообще неверующих, атеистов, то тебе нужно помнить, что Грузия, та самая кефирская Грузия, она признала нас. Это раз. И кроме Талибана, который нам оказывал медвежью услугу, и когда уже началась Вторая русско-чеченская война, только тогда нас признал, что не надо было ему делать, и нам никакой пользы от этого не было, то ни одна мусульманская страна нас не признала. То есть ни кефирская страна нас не признала. В чем проблема? Можешь мне объяснить? Воин Аллаха. Будет мобилизация чеченцев на джихад против Лаптистана, говорит. Не будет джихада, никакой мобилизации, чеченцы воевать не будут. Мы уже повоевали, спасибо. Мы будем поддерживать. Поддерживать, кто хочет воевать, есть оружие, есть театр военных действий. Тот может ехать воевать, а бедный чеченский народ, который перенес колоссальные потери, сейчас лечится, зализывает раны. У нас огромное количество инвалидов, моральные, психологические травмы, они не оценены, его, наверное, не подлежат оценке. И так далее, и так далее. Чеченцы будут развиваться и созидать. Развиваться и созидать. И я понимаю желание украинцев, когда они говорят, что вот, давайте восстань. Ну, они ко всем так относятся. Но к чеченцам, наверное, нужно с таким вопросом обращаться в самую последнюю очередь, потому что мы только что пережили геноцид и только-только приходим в себя, находясь в заложниках. Часть чеченцев, 300 тысяч, 30% находится в Европе, около миллиона находится во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. И нам нужна помощь.
И я вижу, как Украина просит оружие у Запада. Вот нам нужны и финансы, и время, и оружие, и интеллектуалы, и так далее, и так далее. Поэтому мобилизации чеченцев на джихад против Лаптистана и против кого-либо вообще не будет. Не питайте иллюзий. Хотите помогать политически, в правовом смысле, помогайте нам. Если хотите, чтобы чеченцы воевали за вас, не те кадыровцы, которые за деньги приходят, а настоящие чеченцы, которые на самом деле умеют воевать. С этим вопросом вам нужно обращаться уважительно к тем чеченцам, которые у вас там уже находятся, не вносить их в санкционные списки, не выдавать их фашистской России, как это было при Порошенко, ну и так далее, и так далее. И, конечно, чеченцы поддерживают, и мы знаем, что ваша свобода приблизит нашу свободу. Джихада чеченцев не будет. Так, включу-ка я свет, чтобы вы меня лучше видели. Так, мышка мне не нужна. Как круто. Добрый вечер, слава Украине. Если Республика Кавказ не против быть а если Республики Кавказа не против, вот я об этом говорю, некоторые не против. Я верю в независимость Чеченской Республики Ичкерия. Ассаламу алейкум, салам алейкум, ассалам. Дуже дякую, дуже дякую. Херц, чеченец. Да, я чеченец. Добрый вечер всем, добрый вечер. Я знаю, что Джахар Дудаев служил в Черниговской области. Привет из Чернигова, братья, я верю в вас. Спасибо. Да, по-моему, он Черниговской служил. О Донбассе говорите, говорит Цилона. Ну вот тоже, знаете, есть сравнение. Сравнивают Чеченскую республику и Донбасс. Это тоже я видел, и комментарии пишут. Как же так, говорит, и вы поддерживаете Ичкерию, украинцам русские пишут. Ну, а почему вы не поддерживаете тогда Донбасс, говорит, чем тогда отличается? Это абсолютно, конечно, подмена понятия, абсолютная ложь. Сравнивать эти два несопоставимых просто примера. Ну, во-первых, начнем с того, что никакой лугандонской нации не существует с лугандонским языком. Это во-первых. Во-вторых, если есть у любого народа желание, да, освободиться на своей исконной своей земле, это законные действия. Это как выйти замуж или там попасть к насильнику. Приблизительно действие одно и то же, но квалифицируется уголовным кодексом по-разному. Часть Украины, если бы она даже захотела бы отделиться, то можно было бы ее назвать сепаратистской частью, да, часть, которая хочет покинуть Украину, ну, в силу каких-то обстоятельств. Но и здесь неправда. Не было никакой части, которая хотела покинуть. Была часть, которая хотела стать предателем и присоединиться к другой стране. Не получить независимость и быть свободной, а которая хотела присоединиться к России. То есть фактически люди, пятая колонна внутри, или просто обманутые, просто ватники, или кто они там есть, они рассчитывали получать похлебку из золотой миски, если они будут в составе России. То же самое делали крымчане, тоже жители Крыма, то же самое делали лугандонцы. Поэтому сопоставлять эти примеры два абсолютно не схожие примеры, некорректные. Ну, у нас в Чеченской республике Ичкерия была своя Лугандония. Вернее, это были такие островки Лугандонии. Эта часть была на Теречном районе, и часть была в Урус-Мартановском районе. Это были коллаборанты-предатели в лице Автурханова,
Гантемирова. Умар Автарханов такой был у нас. Не путать его с Абдурахманом Автархановым. Автурхановым. Ну, там буква одна. Я сам иногда могу запутаться. Так вот, у нас были вот эти лугандонцы, которые баламутили народ, которые настраивали против Дудаева, говорили, что мы без России не проживем, там экономическая подоплека всегда тоже очень нужна. И вот таким образом они всячески пытались склонить чеченцев на свою сторону. И это были коллаборанты, самые настоящие предатели, никакие они не сепаратисты были. Вот такой пример был в миниатюре. Чеченская республика в 40 раз меньше Украины, 40 миллионов украинцев и 1 миллион чеченцев. По территории половина Киевской области, наверное, будет составлять 170 километров в длину Чеченская республика. На большой скорости можно там за пару часов проехать Чеченскую республику на автомобиле. Поэтому абсолютно Донбасс это все фигня. Нету никаких лугандонцев. Все лугандонцы и крымчане, которые хотят быть в России, с Россией, просто собираются, упаковывают чемоданчики и едут в свою любимую Россию. Благо, Россия огромна. И даже если вот они все туда переедут, там еще на 10 таких же беженцев хватит территории. Поэтому абсолютно некорректно сравнивать Ичкерию. Там еще много примеров. Я писал еще давным-давно об этом писал. Сейчас все не вспомню, но этих примеров просто как небо и земля сравнивать между Россией. Сравнивая Лугандонию и Ичкерию, а Украину как бы за место России, тем самым это принижать статус Чеченской республики Ичкерии, чеченского народа, который, в отличие от лугандонцев, сражался и погибал много-много веков против фашистской России. Пам'ятаю перші стріми, Аслан з повагою, Макс. Дуже дякую, Макс. Аслан, юрфака на адвоката движ направления му олар нис. Сумцага. Да, писать адвокатура олар направление, сумцага многие. Да, писать и не думать легко, чем понять и быть. Добрый вечер всем присутствующим. Здравствуйте, здравствуйте, витаю вас, братья, я верю в вас. Ассаламу алейкум, привет из Чернигова. Алейкум салам, витаю. Я русских называю саранча. В Ираке среди ИГИЛ было много чечен. Да, к большому сожалению, пропаганда нас загнала туда. И чеченцы, которые надеялись хоть откуда-то получить поддержку, надеялись, что мы поможем там Сирии, не знаю как, в Ирак попали чеченцы, уже, наверное, из Сирии туда попадали, помогать. Сперва борьба была против Башара Асада, ну а потом каким-то образом нас загнали в эти тиски. Так, друзья, вы много прислали комментариев, поэтому извините, я все перемотаю и в самый конец. Привет из Одессы, витаю, витаю, витаю. Привет из Киева. Так, и Россия у нас тут. Слава Вильна Ичкерии, героям слава. Донбассе это фигня. Да, абсолютно так. Да, родных болота. Да, абсолютно. Слава Ичкерии, героям слава. Ичкерия Джохар Дудаев, Аллаху Акбар. Ответьте на мой вопрос. Какой у вас? Обращаюсь только. Какой у вас был вопрос? На мой вопрос. Вопрос. Так, видно, он очень правду говорит. Так. В Казахстане также хотят Северный Казахстан забрать Путин. Да, слава Вильной Ичкерии. За столько лет не сдаваться, это воля, говорит Николай Москалю. Сдаваться вообще нельзя. Вообще. Никогда и никому. Салам алейкум, Александр. Тебя зовут, где и кому жить. О, извините. Ой, я очень извиняюсь.
Привет из Одессы. Витаю, Одесса. Людина правду говорит. Дед, иди внуками занимайся. Сам ты дед Бош, да? Ахмад уже могила. Путин. Катарина. Катарина, а почему вы не живете в России, если у вас так вам Путин нравится? Слава Вильничке, героям слава, будьте здоровы. Андрей, спасибо. Спасибо. Рамзан тебя достанет. Рамзан достанет. Да. Рамзан ничего не может достать, понимаете? Это тоже большой обман. Вы даже не представляете, как много обмана во всем, вот в этой пропаганде, лжи. Всем здесь убийствами, преступлениями занимаются люди, которые контролируются ФСБ и ГРУ. Понимаете? Поэтому Кадыров, он не может убивать людей на Западе. Он может просто быть посредником, когда поступает заказ от ФСБ, нанять человека. У него есть как ЧВК Вагнер, также есть ЧВК Кадыровцы. Я их называю попы. Путинское охранное предприятие. Вот эти кадыровские попы, то же самое ЧВК, вот и все. У Кадырова нету таких полномочий убивать здесь, в Европе. Не имеет права он это делать. Ни с какими законами. А внутри России Кадырова еще и ненавидят. Потому что у каждого генерала, более-менее себя уважающего, таких как Патрушев, там, Путин, там, третий, десятый есть разные, МВД, военные, у каждого у них есть своя армия, своя группа, группировка. И самая сильная, самая мощная, самая непререкаемая есть у Путина. Так вот, главарем вот этой его банды является Кадыров, главарь путинской банды. И все. Они исполняют внешне роль административной власти в регионе, так называемом регионе, субъекте так называемой Российской Федерации. Федерацией тоже Россия, кстати говоря, не является, что тоже ложь. Вот федерация у нас Германия, федерация Соединенные Штаты Америки. А Россия никакая не федерация, обычная империя, обычная помойка, несостоявшееся государство, которому скоро настанет конец. Поэтому Кадыров не может ничего сделать. Нам рассказывают, что вот там на Кадырова сказали, извинились. Это искусственно раздувается. Из Кадырову делают рейтинг такой. И это я понял с первых дней прихода Кадырова к власти. Нашей страны, война, я приехал в Чеченскую республику Ичкерия, не помню какой это год. Это, по-моему, вот только-только Кадырова Ахмада с папку Кадырова Рамзана грохнули. Свои же, между прочим. Скорее всего, патрушевские. И были такие разговоры, можно было что-то говорить про российскую власть. Но если вы что-то скажете про Кадырова, сразу это становилось известным. И когда я начал ругать Кадырова, говорить, ну как же, он вчера был за Аслана Масхадова, за Ичкерию, а теперь он перешел на сторону русских, ну как это так вообще, я возмущался. Вначале я не мог поверить, что это он по-настоящему перешел, потому что в моей голове это не укладывалось. Но потом, когда уже понятно, я говорил такие вещи. И мне говорили, ты что, не говори про Кадырова, там, он кто-то там что-то сказал про Кадырова, забрали, пытали. Том кто-то сказал, забрали, пытали. А Кадыров только-только, вот Рамзан Кадыров только-только место отца занял. Его Путин назначил, Россия назначила, фашистская Россия назначила своего гауляйтера, старого агента. Агент был его папа, и сынок тоже пошел по стопам. Как обычно у этой агентуры и бывает, они потомственные стукачи бывают. Потомственные агенты. И я тогда задумался, а как так? Только Кадыров пришел к власти, ты можешь про Россию что-то сказать, про русских что-то сказать ты можешь. А вот если ты говоришь про Кадырова, это моментально становится известно. Доносится, понятно, что это доносят стукачи, агентура, но почему именно про Кадырова?
И я пришел к выводу, что это была такая полномасштабная такая акция по деланию из Кадырова из ничего что-то. Точнее, там всего делать. И вот таким образом вы можете там что-то сказать, даже на какого-нибудь Путина или Патрушева, вам ничего не скажут. Да, вас убьют, если вы будете реально что-то делать. Но вам за это предъявлять никто не будет. А если вы скажете что-то на Кадырова, вот тогда появляется какая-то суета, там начинают говорить, вот там он на Кадырова сказал. Тоже вот буду потихонечку раскрывать, потом вам это будет полезно, украинцы, узнавать, как бороться после этого с этой агентурой, которая у вас сейчас там находится. И я говорю вам, мы победили в военном противостоянии в Первой русско-чеченской войне 3-4 тысячами, всего лишь 3-4 тысячами наших бойцов, стрелковым оружием и гранатометами. Ни авиации, ни танков, ни пушек, ни гаубиц, ни хаймарсов, ни дронов. Ничего не было. Только вера, надежда в победу, вера в Господа Бога, и вот враг тебе, сколько хочешь. Вам сейчас загнали около 200 тысяч в эту войну. Нам загнали в первое, как они нам загнали, около 450 тысяч. Нам на 170 километров в длину. И, по-моему, там 100 или 120, 140 километров в ширину. Вот на такую территорию. Поэтому в военном плане то, что вы победите, украинцы, и вы будете побеждать, я в этом нисколько не сомневаюсь. Просто применяются сейчас современные методы ведения войны, берегутся украинские солдаты и так далее, и так далее. А русские делают все возможное, чтобы как можно больше убить. Мы проиграли, хотя война не проиграна, мы проиграли только схватку, сражение. Мы проиграли спецслужбам. ФСБ и ГРУ. Вот они умеют мимикрироваться, они умеют перевоплощаться, они умеют врать, они умеют обманывать, стравливать. Вот к этому мы были не готовы. Мы, чеченцы, сами по себе очень такой наивный народ. Мы верим, у нас слово вообще имеет огромное значение для чеченцев. Но если вы с чеченцем соблюдаете слово, то редко какой чеченец нарушит слово перед вами, если вы перед ним соблюдаете. Если, конечно, вы не соблюдаете, то, конечно, у вас к вам такое же будет отношение. А если же вы соблюдаете слово, у нас в этом плане. И очень, вот как пример, просто чтобы было понятно. Вот здесь у нас в Германии живет блогер один. Он ругался на Кадырова, на чеченском языке он ругался на Кадырова. И к ему звонит журналист, пропагандон, который проживал тогда в Берлине, и говорит о том, что он очень уважает этого блогера, что он его очень там гордится им и так далее, и так далее. И говорит, что таких бы ребят, как ты, побольше, мы бы Кадырова давно свергли бы. Ну, опять разговор про Кадырова. Про Россию все забывают, и такая внутричеченская разборка. Именно что русские давно пытаются к чему нас подвести. Вот об этом, в принципе, и разговоры идут. И очень много усилий затрачивается. И я, несмотря на всю агрессию, на всю ложь, которую против меня возводят, я борюсь с этим, и у меня в определенной степени это успешно получается. Борюсь с этим нарративом, что у нас борьба с каким-то Кадыровым, которого не было в начале войны и не было 400 лет назад. Все эти 400 лет кадыровцы мы не воевали. Так вот этот журналист начинает материть дочерей Кадырова. И этот молодой, не молодой, он уже взрослый, конечно, парень, но он говорит, я повелся на это, он поверил. Вообще у нас женщин оскорблять это вообще считается самым последним делом вообще. Это можно, только, я не знаю,
Даже Кадырова нельзя женщин оскорблять. А, И он на его дочерей начинает говорить таким семиэтажным матом, что этот его запускает к себе в дом. Там у них происходит ссора, драка там и так далее. Но сам факт того, что как они ищут подходы. Вот все, что вам нравится, они вам будут говорить, будут вас вводить в состояние шока, удивления для того, чтобы добиться. Ну, это большая такая, спецслужбисты, люди в теме, наверное, поймут меня и лучше меня в этом разбираются. Но вот я не очень знаком с теорией русских спецслужб, зато я очень хорошо знаю их практику, как они действуют и к какому результату приводят их действия. Поэтому будем делиться опытом, чем мы, в принципе, и занимаемся. Так, друзья, очень много комментариев. Спасибо, что пишете. Мне очень приятно. Буду в силу возможности на них отвечать. Ассаламу алейкум с Украины. Свободу Ичкерии, свободу Украины. Героям слава, алейкум салам. Старый, ты пример молодежи, даже у Кадырова. Так, старый, ты пример. Не понял. За сколько душу продал, говорит, мотылек. Вот когда русские заходят, постоянно задают вопрос, что я работаю за деньги. Вся проблема в том, что я мочу вас от души бесплатно, безвозмездно. Не поверите. Просто получаю моральное удовольствие, говоря правду о вас. Добрый вечер, добрый день со стран Балтии. Будет правильно. Добрый. Так. Вы не боитесь, что вам тоже позвонит? Кто мне позвонит? Ассаламу алейкум, ассалам, карамелька. Аслам, почаще выходите, мы многое не знаем о той войне, хоть просвещать будете. Обязательно. Так, слава Украине, героям слава. Обнял вас України. Дуже дякую. Свободу Інгушетії. Добрый вечер с Киева. Витаю, Киев. Уважение, кто по нации. Я чеченец. Молодец, Литва с вами. Дуже дякую, Литва. Так. С Днепра салам, салам, Днепр. Спасибо вам и вам, кошка Ларри. Слава Украине, Джахару Дудаеву, героям слава. Спасибо, братья. Дякую вам. Киев с вами. Привет из Одессы. Привет из Грузии. Сакартвело. Куда убежит Кадыров, когда запахнет горелым? На тот свет только. Как думаешь, Чечня станет независимой? Конечно же, Чеченская республика Ичкерия временно оккупирована. И без сомнения она станет независимой, конечно. Слава Ичкерии от Запорожья, злой хохол. Героям слава. Вітаю вас, Запорожье. Чатка, я алуш, само долларса. Мега, да, правда, что ФСБ все еще воюет с партизанами Ичкерии? Ну, я не знаю, что вы имеете в виду с партизанами, но все не согласны, это можно уже расценивать как партизан, их, да, их преследуют, убивают, сажают и так далее, и так далее. Скоро все ответят, и ты в том числе. Ждем-с, ждем-с. Вот вы мусульманин, говорит, как вы можете славить кого-то другого, кроме Аллаха? Причем это мне говорит не мусульманин, Цилона, наверное, не мусульманка, наверное. И тогда у меня вопрос, как у вас вообще это, как это касается? И кого я славлю, кроме Аллаха? Кого я славлю? Сказать слава Украине или слава Ичкерии? А что это слово можно употреблять только по отношению к Аллаху? Другим никому нельзя говорить слава. Вы несете бред, уважаемая. Так, Линуси говорит, ты не чеченец. Поддерживайте чеченские. Твои слова
Так, тип-то, конечно, Ичкерия, Сакартвела, Ингушетия, братья. Куда Ичкерия пойдет? В смысле, куда пойдет? Респект и уважение. Спасибо, спасибо. Напишите мне, Неля Гуменюк. Что вам написать, Неля? Так. В литовских сердцах только один человек. Джахар Дуда. Дуже дякую. Вежас. Бажаю вам 3012 стати незалежною від Раші. Дуже дякую вам. Дуже дякую. И вам бажаю, чтобы вы к этому времени уничтожили всех оккупантов на своей земле и восстановили свою территориальную целостность. Вы кто по нации? Говорит, Слава Пятнашки. Этот террорист, да, лугандонский. Я чеченец по нации, да. Ичкерия, мы с вами, скоро будет ваша свобода. Татьяна Троян. Дуже дякую. Дудаев сила, куда Ичкерия пойдет? Салам алейкум, мы с вами. Ва алейкум салам, Азербайджан. Почему я не мусульман? Альхамдулилля, я мусульманка, я из Афганистана. Ну и живи в своем Афганистане. Зачем ты? Тебе что, талибы разрешили пользоваться интернетом? Нельзя, это кафирские штучки дел. Як ставится до имама Шамиля вжаете это зрадником? Як ставится до имама Шамиля? Вжаете его зрадником? Виктор Украинец. Человек, который сдался в плен, есть человек, который сдался в плен, особенно если это лидер. Единственные люди, которые сдались в плен и не предатели, это бойцы батальона Азов, потому что им пришел прямой приказ сдаться. А имаму Шамилю такого приказа, наверное, не приходило. По крайней мере, не от кого было ему приходить к такому приказу. Слава Украине, героям слава. Диваны, идите реально на поле боя, говорить. Слава Иисусу Христу, говорит Руслан. Так, прошу прощения за то, что, живя в России в 94-м, плохо думала за чеченцев. Слава Ичкерии. Героям слава. Лучше поздно, чем никогда, как говорится. Ичкерия будет вільна и це не обговаривается. Гулятина. Дуже дякую, Гулятина. Кадыров уже выехал. Да, скажите, чтобы не превышал ему, а то наша полиция его порвет. Салам, когда войдет украинское солнце, Ичкерия станет свободной, Россия падет. Салам. Всему свое время. Украина так. Вы молодцы, Тадас Саулис. Дуже дякую, Тадас. Какие страны, друзья, Ичкерии, кроме Украины, конечно. Литва, Израиль, Британия, Германия и Украина. Да много еще стран. Азербайджан, Грузия, Турция. Да все страны мира за нас. Спасибо вам будет. Так, Олечки, так. Еврей, говорит Артур Алиев. Литва, обожаю вас, Сакартвела. Так, Джахар Дуда, символ нашего народа и Украины, Ичкерии. Да, именно так, Татьяна. Именно так. Истинный человек, головой и душой. Дай Бог вам силы. Спасибо, Леха Вей. Спасибо. Еще один Арестович говорит. Вы... Так, расскажите больше о том, сколько мирных людей было убито в Ичкерии. Знаю, что 300 тысяч. Ольга Бондаренко. В первую русско-чеченскую войну убито около 120 тысяч граждан Чеченской Республики и где-то в 3 раза больше раненых. Во вторую русско-чеченскую войну около 180 тысяч. Первую войну 120-140 тысяч приблизительные оценки. И во вторую войну 160-180 тысяч убитых. 26 тысяч чеченцев и чеченок незаконно осуждены фашистским судом от 10 лет и более. За время 2 русско-чеченских войн
через Чеченскую республику Ичкерия прошло по ротации русских оккупантов около 5 миллионов человек. Урон, нанесенный Чеченской республике, оценивается в 1 триллион долларов. 1 триллион долларов. Убито 300 тысяч чеченцев, как вы правильно сказали, и среди которых 42 тысячи детей до 15 лет. Более 300 тысяч чеченцев покинули, это от миллиона населения на тот момент нас было. 300 тысяч чеченцев проживает и более проживает в странах Европейского Союза. Несколько тысяч, десятков тысяч проживают в других странах, в том числе в Турции и в других странах. Русских оккупантов нами уничтожено, по русским данным, они признали свои потери, где-то около 75 тысяч уничтоженных. По нашим данным, от 85 до 220 тысяч. Ну, можно приблизительно взять вот между этими двумя цифрами, между 85 и 220 тысячами, ну, где-то сколько это получится? Ну, около 150 тысяч русских оккупантов нами уничтожено. Это была славная охота. Можно еще рассказывать, кроме непосредственных потерь, которые, да, после войны, например, после активной фазы боевого действия, русские травят нас. На нас испытаны все вооружения, которые есть на вооружении у России. Все вот эти биологические, бактериологические, химические, ядерные, новички. Первыми испытывались на чеченцах, убивались чеченцы. Полоний до применения его на Александре Литвиненке был применен против Муса Леча Борода. У нас такой был один авторитет и боец, который попал в плен и в тюрьме был убит Полонием. Ну и так далее, и так далее. У нас очень большие счеты к фашистской России и к фабрике имперской мысли, к банде ФСБ и ГРУ. Огромный счет. Это главные враги украинцы. Никакие буряты, которых вам подкидывают, никакие кадыровцы или там кто-либо другой не являются вашими врагами. Это всего лишь инструмент. Главный враг, наш всех враг, и в первую очередь воюющая сегодня Украины и оккупированной Ичкерии и Грузии, это фабрика имперской мысли, банда ФСБ и ГРУ, которые очень активны и очень весомы после русско-чеченской войны, где они несли, ну, были главными исполнителями воли ФСБ. Поэтому мы должны, я не слышу на русских каналах, на украинских каналах, чтобы говорили о ФСБ, о террористической банде ФСБ, про ее теракты, про ее убийство, про ее агентуру. Это самый главный враг. Если вы победите их, банду ФСБ, если вы будете настаивать на том, что она должна быть подвергнута, должна быть признана террористической организацией, и все состоящие в ней должны объявиться вне закона и преследоваться по всему миру, вот до тех пор мы не сможем победить эту фашистскую Россию. С 90 миллионов русских, а их не больше 90 миллионов на самом деле, хоть они врут, что 140, вот эти 90 миллионов русских, они сожгут в огне этой войны, лишь бы с ними ничего не случилось. Главный враг это ФСБ и ГРУ. Запомните. Доброго дня с Украины. Так, друзья, я снова перемотаю. Шамиль Басаев, герой Чечни. Да, именно так. Вы хоть не в России находитесь? Нет, я нахожусь в Германии, город Гамбург. Я казах, выша, ваша Олхшмоду. Дигду дал бухастам. Дуже дякую. Ви хто?
кто этот человек, говорит. Вместо это неправильно. А что на русском разговариваешь? Это тоже излюбленный ваш вопрос. Вы меня постоянно спрашиваете, сколько мне платят и почему на русском. Сколько платят, я ответил, это бесплатно, от души делаю. И также я отвечаю на русский язык, потому что русский язык, если я не буду говорить на русском языке, у вас не будет подгорать. Хватит такой ответ. Так. Модер Вацкучу, а модер Сагавац, великий Мамуд Эсамбаю, так, Дедек Хрил, да, я слышал это. Так. Амина Акую, герой Украины, как относится к Кадырову сам. Бережи ваш бро, прямой эфир будет. Вот сейчас вроде прямой эфир. Чеченцы бегут в ЕС, так. Норд-Ост тоже дело рук ФСБ. Да, абсолютно верно. Норд-Ост тоже дело рук ФСБ. Это сделалось для того, чтобы власть Путина была усилена. Карабах, Азербайджан-дир. Абсолютно согласен, Хабил. Привет с Казахстана, привет. Вы за Россию, Так, реально ФСБ привлечь к ответственности? Реально, конечно, почему нет? СС ведь смогли привлечь к ответственности. Абсолютно. Мы должны сперва было слово, да, есть такое выражение. Мы сперва должны об этом декларировать и заявить. Мы должны сперва определить, кто наш враг. Знаете, у чеченцев есть пословица, сперва по-чеченски скажу, «Мейрне гвац, онах, шиемостал милуху онах». Не тот смелый. Онах это в чеченском языке обозначает слово, такой собирательный образ, ну, можно сказать, это рыцарь. У нас есть такие понятия, честь, слово, рыцарь, это все у нас живет и здравствует в нашем языке и в нашей культуре. Так вот, не тот рыцарь, онах, кто смелый, а тот, кто знает, кто его враг. Так вот, нам нужно точно назвать своих врагов, определиться с врагами, кто является, в чью светлую голову приходят эти мысли, вот эти имперские, фашистские мысли. И после только этого мы можем, а это небольшой круг лиц, который можно сузить, и персонально называя их фамилии, имена, вычислять их, находить и привлекать к ответственности. Конечно же, реально, почему нет? И то же самое касается русских. Русские тоже страдают от ФСБ. Ведь ФСБ это такой оккупационный орган. Да, они русские. Но на Руси всегда так было. У русских рабами были русские. И ничего удивительного, что сейчас ФСБ является неодворянством, а русские теми же холопами. Ничего удивительного в этом нет. И русские должны понимать, что не чеченцы им враги, не украинцы им враги, не грузины им враги, и тем более сирийцы, которые даже не граничат с ними. А их ФСБ, их враг. Но они даже об этом подумать боятся. Вот как запуганы русские. Мы должны это объяснять людям, доносить до них. И любой ФСБшник, он может быть очень хорошим, очень, я не знаю, покладистым. Любой ФСБшник должен быть отдален от публичной деятельности и от власти. Даже если он не замешан, в каких-то тяжких преступлениях. А все, кто замешан в тяжких преступлениях, то есть должны быть подвергнуты иллюстрации. А все, кто замешан, все должны быть подвержены иллюстрации. А все, кто замешан в преступлениях, в тяжких преступлениях, те, конечно, должны попасть под международный или национальный наш какой-нибудь
трибунал, что несомненно произойдет. Я в это верю, я жду этого дня. Возможен конфликт свободной Ичкерии и Кадыровской Чечни. И Кадыровской Чечни не существует. Есть оккупированная власть русскими террористами, и поставлен гауляйтер в лице Кадырова. И все. А конфликт между свободной Ичкерией и фашистской Россией, он был и продолжает оставаться на протяжении вот уже более 400 лет. Поэтому надо правильно расставлять акценты. Так. Да, Алмула, Ичкерия, Украина будет свободна. Да, Алмула, да, Алмула. Україна з вами. Дуже дякую. Слава Україні, героям слава. Так, так. Почему ты не в Чечне, говорит, фотоконкурс 2020? Хороший вопрос. Слава Вильна Ичкерии, героям слава. Возможно, так, это я читал. Так, нам зашел кафир. Почему Ичкерию назвали Чечней? Ой, вы как в этот зашли, как в Google, спросить у шейха Гугла. Чечней русские назвали. Есть такой остров Чечень. Он находится сейчас в Каспийском море и относится к территории Дагестана. Это наша земля. У нас много земель русские отжали, и вот той сегодняшней ситуации, в которой мы находимся, это вот благодаря многим векам, нескольким векам русской оккупации. И вот они так нас назвали чечен. Чечен, от слова чечен. Арабы говорят чечен, русские нас называют чечен. Вот как-то так. Так, вот Фри Хайландерши поправляет меня. Не благороден рыцарь тот, кто смелый, а тот, кто знает, кто свой враг. Ну вот, это более по-русски, наверное, будет. Скажите, почему русские боятся кадыровцев? Ну, они боятся не кадыровцев, они боятся чеченцев. Их пропаганда много лет нам, пропаганда не сегодняшняя, не путинская, если вы помните, стихотворение Лермонтова или там колыбельная казаков, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал и так далее. И русские нас боятся. И с одной стороны, это, конечно, очень плохо, что боятся. С другой стороны, если бы не боялись бы, то о нас вытирали бы ноги. К большому сожалению, хотя бы боятся. Хотя бы боятся. У русских есть такая пословица: боятся, значит, уважают. Ну, может быть, для русского это одно и то же, но для чеченца это не одно и то же. Бояться и уважать. Для бояться это бояться, а уважать это уважать. И это вообще разные понятия. Поэтому, а кадыровцы это те чеченцы, которые перешли на сторону фашистской России, оккупантов, и взяли вот это имя, доблестное имя чеченских воинов, 3-4 тысячи, о которых я вам рассказал, которые принимали участие в войне. Во второй войне было побольше, конечно. И вот спрятались за этим именем и как бы пытаются нам рассказать, что это они те самые великие воины. Хотя тех самых великих воинов они, спрятавшись за русскими или при помощи русских, убивали. Да, холопы, смерды, да. Я не в России живу, что такое ФСБ. Забейте в Google. А про Моссад расскажете? Нет, Игорек, только про террористическую банду ФСБ. Да, ФСБ это бывшее КГБ, да это НКВД, это палачи. Не то слово, Ольга Бондаренко, не то слово.
Так, друзья, подписывайтесь, распространяйте ссылку на наш стрим и пишите комментарии, ставьте лайки. Просто пальчиком вот нажимаете, чик-чик-чик, и много-много можете ставить до бесконечности. Чем больше вы поставите лайков, тем больше нас увидит. Мой канал, YouTube канал на территории фашистской России запрещен. Всячески там они мне мешают, но развивать мой канал. Но это видео я залью, и после того, как наш стрим закончится, вы его потом увидите на моем канале Реалити Аслан Арцуев. Реалити. Так, ФСБ это Федеральная служба безопасности. КГБ. Старый человек и несет. Что с Масадом? Так. Откуда вы? Так, ассаламу алейкум, Казахстан, брат мой. Ва алейкум ассалам, Казахстан. Так, слава Республике Ичкерия. Героям слава. Может, реально злые чеченцы, раз даже в колыбельной поется. Да, ну, колыбельная это она фашистская, понимаешь? Если бы она была бы какого-нибудь там дагестанского народа, или там осетинского народа, возьмем христианский, или у грузинского народа, можно было бы понять, да, что мы какие-то, мы за все, мы какие-то там плохие, злые чечены. Но мы за все это время никогда не воевали друг с другом на Кавказе. Понимаете? Нету такой войны. Чечено-дагестанской войны или Дагестана-грузинской войны, Грузина-Дагестан-чеченской войны. Нет таких войн. Есть русско-кавказская война, русско-чеченская война. И ничего удивительного, что наши убийцы, самые подлые на этой земле фашисты и ублюдки, пугают своих детей нами. Есть за что, конечно же. Есть за что. Конечно же, мы просто так себя убивать не даем. Пусть боятся, столько горя вам принесли освободители, Вера Чакрова. Аса, я тебя не поправлял, я как бы помог сконцентрироваться. Да, сформулировал ты получше, чем я это сделал. Асан, смотри, что говорит. Так. Только про ФСБ, Алла. Дудаев тоже из КГБ, коммунист. Нет, Дудаев не был из КГБ. ФСБ это сталинисты, да? Вы, конечно, хороший парень, но Ичкерия это проект Кремля. Да, откуда у тебя есть? У тебя документы есть? 400 лет назад, когда мы боролись за свою независимость, 100 лет назад, когда мы боролись за независимость, это тоже был проект Кремля. Значит, в твоем понимании мы лугандонцы, не можем, не имеем своего мнения, мы не являемся нацией и так далее. Нет, к большому разочарованию твоему сообщаю тебе, что чеченцы это нация, очень целеустремленная, своеобразная, как все нации, в принципе, особенно такие нации, которые долго находятся в состоянии войны, из поколения в поколение мы готовимся погибнуть, сражаясь с фашистской Россией. Понимаете? У нас рождаются дети, и мы готовимся всю свою жизнь сразиться с Россией и погибнуть в этом бою, если нам суждено погибнуть. Вы можете представить, какая культура у людей такая развивается, к чему они идут, какие ценности у них в жизни появляются, когда вы в любой момент можете погибнуть. Поэтому Ичкерия это не проект Кремля. Ичкерия это проект чеченского народа, свободное государство, а Ичкерия это всего лишь название. А вы слышали про Маджахеда украинца? Да, конечно, слышал, видел его ролики. Прикольный парень.
Для вас россияне и русские одно и то же. Ну, россиянин это люди, которые имеют паспорт России, как мы понимаем, да, а русские это как бы на сегодняшний день это этническая принадлежность. Хотя русские сами по себе это очень много народов, это такой котел народов, и удмурты, и чуваши, и все остальные тоже себя называют, причем не обрусевшие, до конца не обрусевшие, хотя не обрусевших вообще, наверное, уже не осталось, но полностью уже потерявший свою идентичность и потерявший язык, последнее связующее звено с той или иной нацией, когда человек теряет свой язык. Поэтому россияне и русские, конечно, не одно и то же. И знаете, и русские тоже очень разные люди. Во-первых, русским, настоящим русским, этнически русским, противостоять вот этому абсолютному злу, это, знаете, если вы скажете, вы за Украину или за чеченцев, вы предатель, вы враг, вы подвергаетесь репрессиям. Вот наша одна знакомая, ее сейчас посадили в Питере за то, что она с первых дней еще с 2014 года выходила на митинги и поддерживала Украину. Это такой неизвестный герой, которых на самом деле немало в России. Конечно, их недостаточно, но их и немало. И поэтому к этим русским я отношусь к большим уважением, к таким русским. Потом есть русские, которые живут в Украине, допустим, и сражаются против имперской вот этой фашистской России. А как к ним не относиться? Или у нас, например, в нашей стране, нашей Ичкерии, жили русские, в очень большом количестве было, особенно в городе Грозном и на Теречном районе. Их очень много убили русские. Русские фашисты их убили. Первую войну, Первую русско-чеченскую войну, очень много погибло наших русских граждан, наших ичкерийских. Потому что чеченцы в основном имели родственников в других населенных пунктах и выезжали. А русские или же не дружили с чеченцами, или же стеснялись, или же, ну, к чужим ехать, сами знаете. И некоторые надеялись, потому что шла пропаганда, что русские нас освободят, нас спасут, как сейчас. Поэтому я очень делю русских, хотя я их называю русскими, всех подряд я могу назвать так русскими, но я вкладываю в это политический смысл. Например, Кадыров, не знаю, кто он по национальности, есть слухи, что он не чеченец, но, допустим, он чеченец. А он русский, да, он плохо говорит по-русски, он не понимает вообще менталитета русских, мне кажется. Но он русский, он политически русский. И я вот так отношусь. Делю людей на политических русских и на этнических русских. Если этот этнический русский не разделяет те имперские взгляды фашистской России, то это для меня обычный человек. Если он выступает на нашей стороне и нас поддерживает, то это мой единомышленник и мой товарищ. Если человек ради этого, как Борис Стамахин, который сейчас проживает в Украине, жертвует своим здоровьем, жизнью, все ставит на алтарь свободы того или иного народа, в частности, он заступался за чеченцев, то это для меня герой. Будет русский он или папуас, для меня не имеет значения. Но так как очень много русских говорили про нас, чеченский след, чеченский террорист, а я всю свою сознательную жизнь вот находился под этим прессом вот этой пропаганды, то и мне, как чеченцу, который не любит оставлять то, что нам делают, хочется всегда ответить, им сказать: вот вы русские сами такие. Хотя у меня есть друзья русские, и они иногда на меня могут обидеться. Но они меня знают, и я надеюсь, что... Ну, я не надеюсь, я знаю именно за своих друзей, что они меня знают. И даже если они на меня чем-то недовольны, они мне это прощают. Зная мои другие качества. Да. Доброго вечера. Не знаю, кто вы, але запитание. Вы подтримаете Украину через Россию? Россию не может поддерживать ни один уважаемый себя человек. Опять я перемотал, друзья. Кто сделал теракт в Беслане, говорит.
Так, это русские спецслужбы сделали, вы же это знаете. Кстати говоря, очень хорошо, что вы задали этот вопрос, Эдгар. Я рассказывал недавно у себя в стриме об этом. Русские террористы были признаны убийцами детей в Беслане, людей в Беслане. Есть такая организация «Голос Беслана», матери Беслана, и есть сайт «Голос Беслана». Они выиграли в Европейском суде по правам человека дело против России, и им выплачивали большие компенсации. И вы можете зайти на сайт, в YouTube, и там посмотреть, где эти матери Беслана в майках, где написано «Путин, палач Беслана», выходят на акцию, посвященную вот гибели своих детей, своих родственников. Поэтому я думаю, вам не о чем даже возразить, не о чем даже защищать. Ваша позиция очень слабая, очень слабая. К большому сожалению. Политические русские это вчерашний век. Да. Если я немного жил в России, я хорошо понимаю, о чем ты, говорит, Фри Хайланда. Кто сделал так? Да ты шо, говорит Владимир. Так, Россия от слов рассеянный, так что русский придуманный народ. Так. Ну так не бывает, что все сделали русские. Что все сделали русские? Давайте не будем обобщать и говорить все на русских, что все сделали русские. Например, Черное море вырыли укры, или как древние укры. Вы этого не делали. Ну что еще? Метеорит тоже не вы. Да, Шпака тоже не вы брали. Поэтому что вы имеете в виду? Не все. Агрессивные войны ведет фашистская Россия. Ваша террористическая организация ФСБ, КГБ, НКВД, ЧК, ВЧК и так далее миллионы людей убила. Давайте будем в этом направлении как-то объективны, да, если есть откровенные факты. Привет, привет, речь идет о терактах. Ну, речь идет о терактах. Какие теракты? Большая часть террористических актов, а вероятно даже все террористические акты против мирных граждан совершены под руководством, я это со всей ответственностью заявляю, по приказу, под руководством, под кураторством, в разных случаях по-разному, непосредственно банды ФСБ и ГРУ фашистской России. А когда идет война, то, конечно же, совершаются разные диверсионные акты, которые идет война, люди убивают людей. Это очень плохо, но так происходит, когда фашистская Россия на кого-то нападает, люди защищаются. Вот как-то так. Стань ты, Россия, когда свободна. А ты такой смелый, потому что за бугром сидишь? Нет, я просто чеченец, Максим. А мы, чеченцы, такой неробкие парни. Да. Я жил в Сибири, в Центральной России. Ты и Крыму, в том числе Украина. Боже, храни Соединенные Штаты Америки, Азасин. Аминь, Азасин. Наши ЗСУ мочать русня. Отлично, значит. Слава ЗСУ. О, зря ты это сказал. Что именно, Валерий, я зря сказал. Расскажи про Масад, говорит Игорь. Игорь, я не знаю ничего про Масад. Давай ты что-нибудь нам расскажешь. Война это одно, убивать детей в Беслане это другое. Да, фотоконкурс, конечно же, убивать детей это очень плохо. И я считаю, что захватывать школу не нужно было. Не нужно было, потому что это был акт отчаяния со стороны Басаева и наших бойцов, которые надеялись. Но там есть очень интересная история, если вы в курсе всех этих событий. Да? И убивать детей в Беслане, вы правильно сказали, не надо было, это совсем другое. Ваш террорист Путин и банда ФСБ, и ваши альфовцы, и расстреливавшие из танков военные,
убивали этих детей, расстреливавшие из огнеметов спортзал. Что мешало продержать этих детей не 3 дня, а 30 дней, чтобы не убить их, подкармливая? Ничего не мешало. А знаете, почему через 3 дня был штурм? Потому что быстро войска подтянули и быстро же заскочили и уничтожили всех, несмотря на потери. И матери, это не Аслан Арцуев говорит, не чеченец говорит, а осетинские матери тех детей в Беслане говорят, что палач Беслана – это Путин. Об этом говорит Европейский суд по правам человека, что за этими убийствами стоят русские. Понимаете? Поэтому это совсем другое. Но я вам скажу, этот акт отчаяния, который был совершен людьми Шамиля Басаева, среди которых были разные национальности, в том числе там были и осетины, как минимум один точно там был осетин. У нас убито 42 тысячи детей. Это кощунственно, конечно, сравнивать. Но в Беслане, в школе Беслане, убито 186 детей. И знаете, это получается, вот этих школ, бесланских школ в Чеченской Республике, совершено 225 школ. То есть в каждом населенном пункте 1-2 школы вы у нас вот так сожгли, чертовой матери. То какого черта у вас хватает наглости сжечь осетинских детей, перед этим сжечь в 1000 раз больше чеченских детей, в 225 раз больше чеченских детей? Сидеть и говорить, что это да, у вас вообще логика присутствует, у вас причинно-следственная связь какая-то есть, или вы пребываете в параллельном мире и не понимаете, что происходит? Когда людей убивают, люди, особенно если детей и женщин убивают, люди доходят до отчаяния и поступают и применяют ответные меры. Даже эта демократическая Германия, например, если вы начнете их бомбить, они будут отвечать. Точно так же, как любая страна, это долг каждой страны, каждой армии, каждого государства. А в Беслан как они попали, я вам расскажу. Российские спецслужбы завербовали одного из братьев, Валерия Ходова, который, и брат которого погиб, сражаясь против фашистской империи. Для того он был человеком на контакте с Шамилем Басаевым. И спецслужбы российские сказали, ФСБ, сказали, давай налаживай контакт с Басаевым для того, чтобы убить Басаева. Он пришел к людям Басаева, пожил с ними и им потом рассказал всю правду. Басаев его поблагодарил за то, что он признался. И сказал, давай, пускай они говорят, какие у них действия. И начал вести игру с российскими спецслужбами. Для того, чтобы очередной раз наказать. И российские спецслужбы предложили на 1 сентября или на 6 сентября, это день независимости Чеченской Республики, по-моему, 6 сентября, да, захватить здание, административное здание в городе Беслане, куда съедутся все большие чиновники Северной Осетии, или, может быть, даже Кавказ, по-моему, Северной Осетии, речь шла об этом. И вот этот Валерий Ходов, осетин сам по национальности, он должен был завести басаевцев в это административное здание, я не знаю, это какая-то ратуша была местная, и должны были, эти должны были выйти, эти чиновники, как бы через черный ход, эти заходят, ну их всех окружают и там уничтожают вместе с Басаевым. Вот такой план был. Поймать Басаева на такой диверсионной акции. И
наши бойцы просто перехитрили их и зашли не в это здание, которое сказал, а зашли в школу, как раз когда там была утренняя линейка, и было более 1000 человек. По-моему, 1200 человек там где-то находилось. Ну вот и все. И ни одного ребенка чеченцы не убили, ни чеченцы, ни ингуши, ни остальные, кто там был, не убили. Были расстреляны террористы, которые пытались их там штурмовать, ну и были расстреляны мужчины за там убийство своих людей. Вот и все. Знаете правду. Хотя она вам и неприятна, вы привыкли годами жить в этой пропаганде своей, но совсем не так, как вы это представляете. Один русский ответил мне так: если даже Путин и взрывал эти дома, значит, в этом была необходимость. Вот и вся сущность русского человека, имперского, политически русского человека. Это про взрывы домов 99-го ты говоришь. Да, именно так. Они так рассуждают. Это рабы, это бичи, это никто. Это люди, которых можно взрывать, которые просят их взрывать. Так, взрывы дома Путин предотвратил 1000 убийств в будущем. Ответ русского. Так, желаю Чечне быть свободной. Я не поняла, чеченские войны были с осетины, почему вы им мстили? Почему мы напали на независимую Осетию? Я не понял, о чем ты говоришь. Ты дура или ты притворяешься? Россия же это, правильно? Нет? Ну вот. С территории Осетии, кстати говоря, в этой школе Беслан во время геноцида осетин была пыточная. В этой школе номер 1 в Беслане была пыточная осетин, где убивали ингушей, кстати говоря. Ишмаил, юзер, Ишмаил. Аду берду. Иншаллах, свобода Дагестана, Ичкерия, свобода Кавказа, Азербайджан с вами. Баркал. Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы Украина победила? Я не знаю, Ригард. Я очень надеюсь, в этом году это все закончится. Да. Затягивать нельзя. Время работает на Украину. На Украину работает, поверьте. Это Путину затягивать. Это в 100 раз хуже. Почему вы не уходите с этой информацией ООН, как наш президент Зеленский? Виталий, вы же понимаете, что мир, он лицемерен, труслив, алчен и коррумпирован. Да, у нас есть очень много друзей, очень много сторонников, которые много что сделали и погибли. В том числе и журналисты, которые освещали правду, боролись. Очень много было таких людей. ООН прекрасно все знают. Каждое преступление, совершенное против чеченского народа и государства, зафиксировано. Были журналисты, мы это все фиксировали. Русские пытались почистить это все. И в какой-то степени им это удавалось. Но по большей части, конечно, все зафиксировано, все имеется. Все прекрасно знают. Не хватает политической воли и духа у сильных мира сего, к большому сожалению. Ваши воины воевать нам допомагають с российскими паскуды. Да, наши помогают вам. И будем помогать. Добрый вечер.
Добрый, Татьяна. Асан, рад тебя видеть, бро. Дуже дякую. Да вы сейчас правильно сказали. Уважение. Уважаемый, а вы воевали в чеченские войны или вовремя смылись, говорит? Фотоконкурс 2020 за русским кораблем, да. Рашки пис, да. До побачення. Окси, до побачення. Всего хорошего. Приветствую из Грузии. Что скажете о Грузии, Геологи? Ничего, кроме хорошего, я про Грузию сказать не имею, да. Так, друзья, сколько мы в эфире? Как же сейчас узнать, сколько мы в эфире? Так, я начинал. Так. Так, у вас, по-моему, пятишка, вы никого не убили. Так, друзья, наверное, я тогда закончу. Были в Казахстане? Нет, Белиссимо, не был. Не был. Ну, с удовольствием съездил бы. С удовольствием. За русским кораблем то, как Кадыркин. Так, абсолютно, Честер, с вами согласен. Так, отправляет она. Лена, спасибо за лайки. Вы были в Киеве? Конечно, был. Привет всем, вітання від підрозділів РТВ. Вітаю, чему посылает донат своим войскам. Почему Дон посылает до нас свои войска? Кирилла. Но я уже устал вам отвечать одно и то же. У Кадырова нету никаких своих войск. Это российские оккупационные войска. И все. Давайте на этом закончим. Я уже говорил, это видео я выложу. Здесь я подробно объяснял, кто такие кадыровцы и так далее. Привет, брате. Привет. Привет. А у нас у многих родственников поубивали. Да? Салам, добрый вечер. Салам, салам. Приезжайте в Казахстан, буду рада. Обязательно, Белиссимо, обязательно. Привет, браты. Так, друзья, я тогда на этом свой стрим сегодняшний закончу. Спасибо, что смотрите. Слава Украине, героям слава. Спасибо, что поддерживаете. Этот стрим, еще раз напоминаю, будет размещен на моем канале в YouTube. Реалити. Всего самого хорошего. До свидания. Ассаламу алейкум. Адыкюэль. Машуаль. Так, как это выключается? Почему она не выключается? Все.